Реклама – двигатель торговли, утверждают в один голос все те, чья деятельность напрямую связана с ее изготовлением и выпуском. В этом плане за последние годы все популярнее и эффективнее становится наружная реклама. Каждое утро, отправляясь на работу или по делам, сибайцы вместе с видом городского пейзажа встречают и множество баннеров вдоль дорог, афиши на заборах и орфографические ошибки, допущенные в текстах. И не заметить их просто невозможно. Обидно, конечно, в первую очередь обидно, потому что Сибай мы считаем городом очень чистым, уютным, красивым, и не только мы, а все гости нашего города. И баннеры, в общем-то, это показатель культуры и грамотности того человека, который должен ответить за эту рекламу. Но осадок остается. Мне кажется, что надо вообще за этим очень-очень строго следить, наблюдать. И могу сказать, что вот в больших городах, я знаю, существуют, может быть, это дело молодежи тоже, волонтерские такие движения, когда молодые люди собираются в группы, и они себя даже называют тайной орфографической полицией. Они находят такие ошибки, либо они там, допустим, раскладывают листовки, либо напрямую обращаются к рекламодателям. На многих баннерах с поздравительным или рекламным текстом отсутствуют запятые. Согласно правилам правописания, в случае, если в предложении есть слово обращения, такие как «с праздником горожане», непосредственно перед ним должна ставиться запятая. Юбилейные даты этого года тоже вызвали затруднения в их написании. Например, 60-летие. Окончание «ти» – явная ошибка. Буква «т» относится к корню «десят», а буква «и» является соединительной гласной с корнем «лет». Словом, чтобы писать грамотно, нужно помнить правила русского языка и, конечно же, читать книги. Отдаленность именно от чтения – одна из причин безграмотности населения, а это в результате ведет к таким нелепым ошибкам. И не стоит забывать, что, разглядывая рекламные плакаты, баннеры и щиты, современные дети воспринимают информацию так, как написано, и считают это правильным. Так что есть над чем задуматься и поработать. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.